Добрый день, дорогие друзья! С вами актуальное интервью, и сегодня мы поговорим с вами о моделинге. В гостях у нас очаровательная модель, лицо многих известных брендов одежды, красавица с якутскими корнями Вита Мир. Привет! Привет! И привет вам! Расскажи, пожалуйста, как твои дела? Откуда ты приехала на этот раз? Тебя не так часто встретишь в Петербурге. Да, я только что приехала из Нью-Йорка, всего лишь на пару недель. Я очень рада, что у меня есть возможность дать мое второе интервью для НВК. Да, наша встреча с тобой в прошлом году была практически в это же время, да, ровно год назад. И давайте вместе посмотрим, как это было. В 16 лет Вита впервые в качестве модели выехала за границу. Ее первой страной стала Южная Корея. Наверное, тогда мало кто предполагал, что уже через 4 года Вита станет успешной моделью, исколесит полмира и будет украшать обложки таких журналов, как Elle, Harper's Bazaar и Vogue. Такой карьере девушка во многом обязана своей целеустремленности, трудолюбию, открытости и интересной внешности. Родилась я в 96 году, и моя мама Вера Евгеньевна, она из Янки. У нее отец, у нее кагир чистый, так что она на 50% она кагирка, это точно. Но бабушка моя, ее мама, она наполовину русская, наполовину якутка. Так что это, вот откуда мое сага кровь идет, это вот от моего прадеда Семенова Николая, он был чистый якут. И мой папа, он из Афганистана, он был беженец, и он приехал в Питер искать защиты от государства. И где-то около 2 лет мама меня отправила к бабушке, я жила там, где-то, наверное, до 4, потом приехала обратно, и российское государство не дало защиты моему папе, и он уехал в Европу, и там он пропал. После этого, так как не было денег и возможностей особых, у нас была только я, бабушка и мама, и все, и мы вместе жили. О карьере модели Вита задумалась еще в 2010 году, когда училась в школе. Я нашла объявление в газете на следующий день и подумала, окей, я пойду. И меня никто не приводил, я сама. Они меня взяли, и я начала ходить на съемки, и мама меня только поддерживала, но никогда не пушила, не запрещала, так что могу сказать, что я все сама сделала. Ранние подъемы, многочасовые съемки и тяжелые, а порой даже жесткие условия работы. Об этом Вита знает не понаслышке. В этой профессии важно быть разной и при этом всегда оставаться собой. У Виты много планов, о которых она охотно делится. Сейчас девушка учится в университете и в будущем видит себя лингвистом, переводчиком. С момента нашей последней встречи прошел ровно год, да. И мы сейчас только что посмотрели видео. Расскажи, пожалуйста, как изменилась ты, что в твоей жизни поменялось в течение этого времени? Во-первых, я достигла своей цели, я поехала в Нью-Йорк, и это было не супер легко, то есть даже это подача визы и стрессняк, но это того стоило. Я очень рада, что я достигла этой цели. Я бы сказала, очень многое поменялось, это 100%. Мое мировоззрение и... Но мечта стать переводчиком также осталась? Нет, конечно, я до сих пор учусь. Конечно, сейчас я еще более влюбилась в моделинг, потому что в Нью-Йорке это прям настоящий маркет, там все серьезно, и реально влюбилась в свое дело снова, но продолжаю идти к цели своей на переводчика, учу английский, буду учить испанский. Расскажи, пожалуйста, о своих фотосессиях. Я знаю, что ты работала с Бершкой. Да, я работала, в общем, после нашего интервью. У меня прям моя карьера, я бы сказала, не то что взлетела, но я поработала с кучей очень хороших клиентов. Я поработала с Бершкой. Мы сделали там кампейн, который был везде в магазинах. Даже мама мне прислала, кстати, видео. Здесь в Петербурге мы тебя тоже видели. Да, везде. Даже мои друзья в Тайване меня видели, там друзья в Корее. Также я поработала топ-шоп. Наконец-то взяла топ-шоп. Меня можно было видеть в маленьких таких, знаете, там есть картинки девочек, там я была. И плюс я поработала недавно для Matrix, это большая компания, дочерняя L'Oréal. Отлично, я желаю тебе дальнейших успехов, Спасибо. И мы очень рады всегда тебя видеть и встречаться с тобой. Но ты как уже опытная достаточно модель, наверное, знаешь, какими качествами должна обладать девушка-модель на международном уровне. Во-первых, нужно терпение. Нужно быть камнем, нужно уметь идти напролом и
переходить через себя иногда, и это очень сложно. Агентству не будет выгодно держать модель, которая будет отказываться от работы, и тогда они не будут с тобой работать. Поэтому, если ты хочешь работать, надо еще больше работать. В этом смысл этой работы. То, что я могу это сделать, я собой очень горда, но это тяжело, это реально тяжело. Большую часть года я провожу далеко от своих друзей, я далеко от своей семьи. Это не супер легко. Также, мне кажется, еще нужна смелость и нужно умение выкручиваться из всяких ситуаций, которые постоянно происходят в этом бизнесе. Ну и условия жизни у вас не самые гламурные. Конечно, я вам скажу, вот я только что работала в Японии в декабре, и это было очень сложно. Ты 9 часов проводишь в машине, как в маршрутке, наполненной девочками. И там 9 человек сидит, и ты вот так сидишь, и 9 часов ты ездишь по этим кастингам, сидишь по 3 часа в машине. И бывает даже, и ты заканчиваешь кастинги в полночь, и у тебя работа на следующий день в 6 утра. И ты делаешь работу, и опять идешь на эти кастинги до полночи. И так каждый день на протяжении месяца. Не сойти с ума, это надо уметь. Да. Ну и чтобы получить эту работу, тебе нужно не один день, наверное, просидеть на кастинге, выждать свою очередь. Что обычно чувствуют модели, сидя на кастингах? Ну, мне кажется, во-первых, бывает хорошая атмосфера, и я бы сказала, там девочки сидят, так вот смотрят друг на друга, читают книжки или сидят в Инстаграме, ничего веселого на самом деле нет, мне кажется, это... Я стараюсь не думать об этом, когда я на кастинге, у меня просто дзен-мод, и я только в своей голове, потому что если ты начнешь там передумывать себе что-то, это тебе не поможет. Вот. Ведь самое главное на кастингах — это легкость, открытость и веселое настроение. Конкуренция, она чувствует? Конечно, когда ты там 100% вообще. Особенно не было никаких подколов, ничего? Там, типа, стекло в каблуки мне никто не будет, слава богу, сыпать. То есть там такой чернухи нету, но бывают, конечно, терки. Мне повезло, что я умею их обходить стороной. Знакома ли ты с якутскими моделями? Может, встречала на кастингах якутянок? Когда я была в Нью-Йорке, я надеялась встретить Полину Протодьяконову. Она там живет. Кстати, мы начали фолловить друг друга в Инстаграм, так что я сказала бы, что у нас лед тронулся. Вот, это вот мое общение с якутскими моделями, я бы сказала. Но было бы здорово, если бы вы встретились и даже сделали какую-то совмещенную фотосессию. Да, я знаю, да. Только я не уверена, где она, в Нью-Йорке или в Майами. Я знаю, что она везде по Америке работает, так что если я словлю, обязательно скажу, давай сделаем селфи. Наберем лайков в Yakutian Beauties группе. Перечисли, пожалуйста, страны, в которых ты уже успела поработать. И чем каждая страна различается. Например, я слышала, что в том же самом Китае, ну вообще в целом в Азии, к моделям относятся как к роботам. То есть ты должна стоять и быстро-быстро менять движения, позы. Так ли это? Я поработала в очень многих странах. Мне кажется, у меня даже не хватит пальцев на руке, прям, чтобы посчитать. Но я работала в Китае, я работала в Шанхае, мне было 16 лет. Я была там 2 месяца, и я работала по Азии. Тайвань, Корея, Япония, Сингапур, Китай, Таиланд. То есть, почти 6 стран. И я бы сказала, что в Китае это да. То есть там нужно и позировать как робот. Вы знаете, это вот супер fast posing. И да, даже когда, например, ты просишь воды, они могут сказать, типа, подожди. Типа, мы должны снять там 5-10 луков, только потом ты можешь пойти попить воды или сходить в туалет. Ну, моделям, оказывается, да, нелегко приходится. Ну да, но все равно находятся люди, которые к этому готовы, и они даже рады работать в Китае, потому что там, Азия, деньги, экономика. Вот. А как ты относишься к детям-моделям? Вот ты сама, например, начала с раннего возраста заниматься моделингом. Я бы не сказала, что я была ребенком, во-первых. Во-вторых, это был мой полностью выбор. И я сама собой занималась, мне никто не помогал. Даже у мамы-то я особо помощи не просила, кроме как отпустить меня с последних уроков в школе на съемки. Но честно, если ребенку это нравится, у меня никаких претензий к этому нет. Но я помню, когда была в Корее, и я работала там с ребенком, и ей было 3 года, и она была даже не с мамой своей, а с менеджером, которая кореянка. Представляете, ребенок, и видно, что она не из Кореи, она блондинка была маленькая такая. И мне просто было так ее жалко, она сидела такая грустная на этой съемке, я понимаю, что это не детство, которое я бы себе самой хотела или своим детям, когда они сидят на этих съемках. Мне тяжело взрослому человеку эти съемки по 12 часов выдерживать, как ребенку. Но тем не менее, детские модели, они все чаще и чаще появляются. И в журналах пестрят, и гонорары у них тоже, как у взрослых моделей. Ну, конечно. Я знаю, я думаю, что если ребенку это нравится, если эти деньги
будут отложены ребенку, а не родителям, то почему бы нет, почему бы не накопить себе там на университет или колледж. А своего ребенка ты бы отдала вот по... Честно, я бы просто делала все, что хочет ребенок. Хочет моделинг, окей, хочет там плавать. Но честно, я бы хотела, конечно, чтобы это было более что-то осязаемое, чем моделинг. Потому что моделинг это что такое? Это просто картинка. Мне кажется, вот было бы круче именно что-то более созидательное. В Инстаграме набирает обороты девочка, ее зовут Нарьяна, она Да, из я Якутска, видела, да. она маленькая модель. Ты ее видела? Да, она мне очень понравилась. Видела это видео, где она отжигала, танцевала. Она показывала свой характер, мне кажется, это самое классное. Вот. И я ей желаю только успехов. Я очень рада, что как бы теперь уже это не табу. Там быть альбиносом, людям это как бы нравится, и они поддерживают, это очень круто. Я тоже ее поддерживаю и желаю только удачи. Ну вот, например, человек вступил в мир моделинга, он стал моделью. Есть какой-то конкретный срок работы? Срока нет. Вот реально, срока нет, это зависит от того, как ты выглядишь. На самом деле модели же нужны разные. Модели возрастные тоже нужны. Ну, наверное, в этом плане повезло тем, у кого такое милое детское Да, вот лицо. это якутская красота. Высокие скулы, красивый разрез глаз, и ты молод всегда, всю жизнь. Вот. Задуматься, стоит ли быть вообще моделью. Ну, конечно, да. Ну а почему ты тогда все-таки выбрала именно моделинг? Я бы сказала, что это как-то моделинг меня сам нашел. Лет 5 я хочу поработать, потому что, мне кажется, сейчас им нравятся разные типажи, и у меня сейчас такой азиатский типаж, и это их всегда прикалывает. Они спрашивают меня, откуда ты? Я такая, я из Якутии. Ну, вообще, мои планы ближайшие, вот я хотела бы переехать в Нью-Йорк. Там, мне кажется, моделинг прям на высшем уровне. Когда планируешь посетить Якутию? Просто реально, к сожалению, жизнь, она не такая простая, что ты там запланируешь за несколько месяцев и так и случится. Я это поняла за этот год. Конечно бы я хотела посетить Якутию, Якутск. Оттуда я всегда до сих пор получаю столько поддержки. Я очень хочу приехать летом. Ну это родина твоих предков. Конечно, конечно. И как бы моя мама оттуда. И спасибо НВК, что вы меня пригласили сегодня на интервью. И Даробос Хасире, я желаю вам всего наилучшего и надеюсь, что мы скоро встретимся. Махтал! А я напоминаю, что с вами была передача «Актуальное интервью». До новых встреч!